Образование – самый надежный фундамент устойчивого развития. Такое мнение президент Сооронбай Жээнбеков выразил на 5-м съезде учителей государств-членов СНГ, который проходит в Бишкеке. Главная тема – развитие образовательных систем государств-участников Содружества независимых государств в контексте целей устойчивого развития. В центре внимания учителей также вопросы развития всех уровней профессионального образования, разработки и внедрения новых систем обучения. Учителя школ, воспитатели детских садов, преподаватели вузов, академики и профессора. Юбилейный съезд учителей собрал около 400 делегатов из Казахстана, Белоруссии, России, Армении, Туркменистана и Таджикистана. Цель у всех единая, задачи общие, сообща придумать эффективные методы для развития образования на пространстве СНГ. Учителя намерены сотрудничать на всех уровнях, начиная от дошкольного до академического образования. На масштабный педсовет из России приехали около 20 человек. Среди них и московский учитель биологии Иван Смирнов. За новаторство и креативность он не раз удостаивался наград разного масштаба. Сегодня намерен поделиться своим опытом с коллегами из других стран. Мне кажется, очень важно создать такие вот разные маршруты образовательные для ученика, чтобы он попробовал себя и выбрал свое. Эти мероприятия достаточно популярны, и вот сейчас у Москвы большой опыт по развитию предпрофильного образования. Это инженерные классы, это медицинские классы. Армянские школьники конструируют роботов, создают веб-дизайны, рисуют анимационные графики с 3D-эффектами, рассказывает Карине Нерсисян. Если несколько лет назад в программу начальных школ Армении успешно был включен предмет по шахматам, то сейчас в некоторых школах начали преподавать программирование. Там дети у нас современные, строят роботы, программисты, будущие программисты. А вы знаете, что программирование, электроника, компьютерная техника – это будущее. Нужно прививать детям любовь к чтению. От этого зависит половина успеха системы образования, считают учителя. Но эта задача в современных реалиях сложнее и требует особого подхода. Сегодня несколько другое поколение детей, их называют поколение Z, это поколение клипового мышления, поэтому книгу в руку не берут. Прививать любовь к книге можно только через интерес. То есть книга должна стать ребенку интересной. А чтобы она стала интересной, для этого ее надо, наверное, читать несколько иначе, не так, как, может быть, читалась она ранее. Чтобы дать ребенку хорошее образование, недостаточно быть просто учителем, считает делегат из Нарынской области с 30-летним стажем. Также ему необходимы навыки психолога, новатора и даже артиста, уверен Булат Крычобаев. Я сам преподаю историю. Важно у ученика вызвать интерес к предмету, а для этого необходимо изучить психологию каждого и найти индивидуальный подход. К примеру, детям помладше я объясняю уроки как актер, вхожу в роли какого-то исторического героя, а взрослым нужен абсолютно другой подход. На съезде учителей собрались настоящие генераторы идей. Каждый делится планами и идеями, обсуждает реформы, которые проводятся в странах Содружества. Вопросы развития всех уровней профессионального образования, разработки и внедрения новых систем обучения, формирования госполитики в этой сфере. Президент подчеркнул актуальность этих тем и остановился на значении съезда и роли образования. Образование – один из главных ключевых вопросов, определяющих будущее наших стран. Глобальной конкуренции могут выдержать только образованные общества. В этих условиях с каждым годом значение учителя будет возрастать. Педагог в переводе с греческого означает «ведущий ребенка». Тот, кто открывает двери детям в новый мир, первооткрыватель. Он должен быть готов к изменениям, новым требованиям для профессии педагога. Значит, учитель должен быть впереди общества. Это сложная, но почетная миссия. Мы всегда будем поддерживать учителей. Повышение престижа профессии педагога является нашей приоритетной задачей. Образование должно шагать в ногу со временем и служить надежным фундаментом устойчивого развития, уверен президент. В поисках современной модели образования и Кыргызстан. Иметь образованное общество в Кыргызстане не только желание отдельных людей, а дело государственной важности. Согласно норме нашей Конституции, основное общее образование является обязательным и бесплатным. От имени государства, как заказчика реформ,
Я поставил вопрос перед системой образования, как реформировать нашу школу так, чтобы она была не только местом передачи накопленных знаний, но и местом, где ребенок приобретает способность добывать новые знания в любое время, в любом месте в продолжении всей своей жизни. Система образования у нас должна быть не только местом воспроизводства общественных норм, но и механизмом развития страны. В условиях ограниченных природных ресурсов мы вынуждены делать ставку на интеллектуальный ресурс. Мы обязаны построить такую модель образования, которая приведет к развитию страны. Нам нужно образование, которое позволит не только познавать мир, но и изменять нашу экономику, наше общество, нашу жизнь. Мы ожидаем, что образование станет главным ресурсом развития страны. Межгосударственное сотрудничество в сфере образования формирует единое социально-культурное пространство стран Содружества. Говоря о значении госязыка, президент подчеркнул интегрирующую роль русского. В многонациональном Кыргызстане через образование происходит гармоничная интеграция ценностей разных культур, языков, этнических и религиозных сообществ. При этом мы считаем, что задачей государственной важности является знание всеми гражданами страны кыргызского языка. Кыргызский язык, как государственный язык Кыргызской республики, должен выполнять функцию национального единения. В Кыргызстане созданы все условия для сохранения и развития языков, традиций всех национальностей, проживающих в нашей стране. В нашей Конституции закреплен принцип владения нашими гражданами государственным, официальным и одним из мировых языков. У нас русский язык имеет статус официального. Кыргызстан является одной из стран, где граждане свободно говорят на языке Пушкина и Достоевского. Мы это считаем духовным богатством нашего общества. Я убежден, что мы это достояние должны сохранять, беречь и умножать. О реформировании системы образования Кыргызстана рассказала глава ведомства Гульмира Кудайбердиева. В числе важных создание инновационных школ, в которых практикуется электронное обучение, подключение к интернету образовательных учреждений. Именно вот эти направления дошкольного образования и школьного образования, в первую очередь дошкольного образования, приоритетными в системе образования, потому что в дошкольном образовании это именно тот возраст, который позволяет максимально, скажем, развить все способности ребенка. Впрочем, учителя на форуме не только обсуждали вопросы образования, но и чествовали отличившихся представителей профессии. Лучшие учителя и работники образования государств, участников СНГ, награждены нагрудным знаком «Отличник образования Содружества независимых государств». После обеда делегаты продолжили свою работу в секциях, в которых обсудили аспекты формирования системы образования для устойчивого развития. Бирмет Курманбекова, Сентур Абакеев, Улан Сатиев. Общественный, Первый канал.